Он ушел в 27-ю ночь месяца Рамадан. Он ушел в лучезарной Медине. Он ушел в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он ушел в намазе тахаджуд. И он ушел в саджда. Смерть верующего. Шейх Хасан Али. Я, как верующий, хочу сохранить это в себе. Я хочу быть готовым к смерти в любой момент. Это то, чего бы я хотел, то, чего бы хотели и вы. Почему? Потому что эта жизнь абсолютно ненадежна. Я хочу видеть дальше, предвидеть свою смерть. Я хочу, чтобы моя смерть, прежде чем забрать мою душу, предупредила меня о своей близости. Братья мои, уверяю вас, вы можете быть самыми простыми людьми, но если ваши отношения с Аллахом в порядке, если вы искренне каетесь, совершаете тауба, Аллах даст вам знать о скорой смерти, прежде чем она к вам явится. Я расскажу вам о случае, произошедшем год назад на севере от Лондона. Брат по имени Ширзат, 89-летний пожилой мужчина, позвонил своей семье. Он жил отдельно, и так он позвонил своим родным и сказал: «Буквально сейчас в мой дом без стука вошел человек. Он представился мне ангелом смерти и спросил у меня, что я желал бы сделать перед тем, как покинуть этот мир. Я ответил ему, что хотел бы взять омовение и совершить 2 раката намаза. Хочу взять вуду и совершить 2 раката. Итак, этот человек берет омовение, совершает 2 раката намаза, дает салям и не находит того человека. Он удивлен, ведь он не слышал, чтобы кто-то выходил из дома. После этих слов его семья, родные этого мужчины подумали, что он теряет рассудок. Они забрали его в свой дом, и ровно через 3 дня он умирает. Ровно через 3 дня этот человек ушел из жизни. Субханаллах. И это не единственный случай. Тот человек был самым обычным, не являлся ни ученым, ни алимом. Это было в Англии, я уже точно не помню. В самом Кенте. Это было или где-то в районе Кента. Там была мечеть. Мауляна Абдуль-Вахид, он ушел из жизни в предыдущий Рамадан. Он также перед смертью знал, что совсем скоро покинет этот мир. Он сказал своим братьям, в тот момент он находился в и'тикафе и неважно себя чувствовал. Итак, он сказал своим братьям: «Отведите меня в постель, я плохо себя чувствую. Мое время подошло». Он знал. Еще один брат из северного Лондона рассказал мне о своем отце, который был шейхом, и он прямо в день своей смерти пошел на джума намаз в мечеть в Бангладеше. Этого брата я знаю уже много лет, и у меня нет ни малейшего повода сомневаться в его словах. Этот человек, ежегодно проводящий и'тикаф вместе со мной. Когда я рассказал ему о тех случаях, он, в свою очередь, рассказал мне о своем отце. Его отец пошел на джума в мечеть и обратился к людям со словами: «О, люди, если я кого-то обидел, простите меня, ибо это последний день моей жизни». Люди подумали, что он немного не в себе. Затем он пошел на кладбище и сказал: «Вы похороните меня именно в этой могиле». Потом он направился к дому, обошел его со всех сторон, обошел свои земли и произнес: «Я вижу свои земли последний раз». И в эту же ночь он отошел в иной мир. Мауляна Саид Ахмад хан, может, кто-нибудь из вас слышал о нем, это поистине был вали Аллаха. И знаете, я желал бы себе такую же смерть. И биизнилля, я прошу Аллаха дать мне такую же смерть, или даже лучше. И вы должны чувствовать то же самое. Когда мы слышим о благой смерти салихин, праведных людей, мы должны стремиться получить такую же или даже лучше. Мауляна Саид Ахмад хан ушел из жизни в 1999 году. И вы знаете, когда и где же это произошло? Он ушел в месяц Рамадан. Он ушел в его последние 10 дней. Он ушел в 27-ю ночь месяца Рамадан. Субханаллах. Он ушел в лучезарной Медине. Он ушел в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он ушел в намазе тахаджуд. И он ушел в саджда.
Этот вали Аллаха ушел в земном поклоне намаза тахаджуд в мечети Ан-Набави. Субханаллах, вы не можете себе даже представить, насколько благородно он отправился к Аллаху. Аллах вознаграждает верующих. Аллах дает такой конец уверовавшим. Почему же? Он показал нам на своем примере большое знамение. Перед смертью он сказал: «Вы похороните меня в Джаннатуль Баки». Но знайте, что эти люди сначала откажутся меня там хоронить, но затем все же согласятся. Он сказал это перед своей смертью. Они стали звать его на фаджр, но он уже покинул сей мир в тахаджуд намазе. Они подняли его, омыли его, затем собирались хоронить в Джаннатуль Баки. Но власти Саудовской Аравии ответили: «Кто? Где? Что? В Джаннатуль Баки? Нет. Он не может быть захоронен там. Забирайте его в другое место». Им пытались возразить, но они были неуклонны. И на пути к другому кладбищу Медины совершалась джаназа. Как раз в это время мимо проходил министр Саудовской Аравии и поинтересовался личностью покойного. Они ответили: «Это Саид Ахмад хан». Он удивился: «Мауляна? Это он? Шейх?» Затем сказал: «Он не будет похоронен здесь. Он будет похоронен в Баки». И министр развернул процессию в противоположную сторону, и шейха похоронили в Джаннатуль Баки. Итак, дорогие братья, субханаллах, когда настанет мой час, я хочу, чтобы моя смерть пришла ко мне. Я бы ее ждал. Я не желаю избегать смерти. Я не желаю, чтобы кто-либо из вас избегал ее. Ведь если я готов к смерти, если я был покорен Аллаху, если я прожил благую жизнь, если я постоянно обновлял свое тауба, если я был честен сам собой, если я творил благое, если я совершал свою молитву, если я совершенствовал свой нрав, если я сохранял лучшие отношения с близкими, если я, совершив ошибку, просил за нее прощения у людей, если я очищал свое сердце, если бы я вернул все то, что я занимал у людей, если я был лучшим со своей семьей, со своими друзьями, со своим окружением, во всех аспектах жизни, которые Аллах мне даровал, во всех сферах моей жизни, почему я должен бояться следующей жизни? Ответьте, почему? Я люблю и буду любить смерть. За что? За то, что она ведет нас к Аллаху. Вот почему. Вот что мы должны отвечать. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Воистину, к тем, которые сказали: наш Господь Аллах, а затем были стойки, нисходят ангелы. Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам». Священный Коран, сура 41, аят 30. تهاني الحب تسبقنا إليها